Ровно год назад Махмуд Али Калиматов был переизбран главой Республики Ингушетия на второй срок. Именно 8 сентября 2024 года в Зале славы администрации главы Ингушетии состоялась инаугурация переизбранного на новый срок руководителя региона. За годы работы Калиматова был сокращен государственный долг, увеличены налоговые поступления в бюджет, повышен индекс промышленного производства и реанимированы простаивающие предприятия, построены социальные и дорожные объекты. Также внимание было уделено новым инвестиционным проектам, простаивающим объектам и объектам, построенным с допущенными нарушениями. Более 2 миллиардов рублей вложено в строительство 19 долгостроев с 2019 по 2025 годы. В правительстве Ингушетии под председательством Владимира Сластенина прошло еженедельное оперативное совещание. Ключевыми темами стали реализация нацпроектов, готовность к отопительному сезону, отбор граждан на военную службу и рост обращений через Центр управления регионом. Отдельно обсудили готовность к проведению Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов, который пройдет в Ингушетии с 9 по 15 сентября. Также на совещании обсудили меры по ускорению темпов дегазификации населенных пунктов Ингушетии. По его итогам глава Кабинета министров Владимир Сластенин дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам. 8 сентября начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Мужественные жители города стойко выдержали 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. В планах оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех его жителей. Но ежедневные бомбардировки и страшный голод их не сломили. Ленинград был окончательно освобожден от блокады 27 января 1944 года. Героизм и стойкость ленинградцев стали символом непобедимости и мужества советского народа. Сегодня Международный день солидарности журналистов. Дата была учреждена в 1958 году в Бухаресте на 4-м конгрессе Международной организации журналистов. По замыслу депутатов Конгресса в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав. Традиционно в честь праздника во всем мире проходят конференции и съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. На этих мероприятиях они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой, порой, весьма опасный труд, а также вспоминают погибших коллег. В 2026-2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» правительство направит более 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Финансирование необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкозаболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием. Мероприятие региональных проектов – часть работы по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он входит в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В России стартовал 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Она проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках акции планируется высадить более 70 миллионов саженцев и провести агроуход за молодыми деревьями. Акция продлится до конца осени. Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт сохранимлес.rf.рф, найти на карте свой регион и ближайшую точку с датой, местом и временем высадки и зарегистрироваться на мероприятие. Инвентарь и посадочный материал выдадут на месте. В России утвердили 2 новых национальных стандарта в сфере туризма, сообщили в Росстандарте. Они направлены на развитие внутреннего и въездного туризма, повышение качества сервиса, а также обеспечение безопасности и комфортных условий проживания туристов. Документы содержат рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных туристов. Особое внимание уделено путешественникам из Китая.